На прошедшие в предновогодние дни в областной библиотеке имени Толстого презентации книги для русскоязычного читателя кустанайского поэта Акылбека Шаяхметова состоялся очередной триумф слова, и оно взбудоражило умы, заставило биться в унисон сердца. Перед глазами чернота стоит давно, и белый хлеб в руках и вата, как ночь черны. Луны и солнца одинаково темны черты, и ночь, и день сплошная тьма, бесцветный мир, родное тело, как тюрьма, весь свет не мил, не знает цвета молока, рассветов светлых, не видит в небе облака, жизнь беспросветна, ступает робко по земле, как будто тень, вся жизнь прошедшая во мгле, и ночь, и день. Полвека длилась эта ночь под черным знаком, пока не вызвался помочь проезжий знахарь, творил целитель чудеса, прозрев однажды, открыл незрячие глаза, слепой отважно. Узревший яркие лучи, он утром ранним прикрыл растерянные зрачки рукой, как раны. На расстоянии руки, мир узнавший, увидел он, как далеки просторы нашей, и на судьбу свою не сетуя, не знал он только, с рождения не видя света, наш мир жестокий. Он рад был солнечным лучам, рассвета краскам, их продолжая по ночам во сне прекрасном. Но прожит день, и ночь прошла, и месяц канул, а через год пришла тоска, упала камнем. Но только этот род печали страшней был прежней, когда оттенки все молчали во тьме кромешной. Теперь он видел гряды, горе, людей клыкастых, не признавал характер гордый таких контрастов. Увидев черные дела, кривые души, он пожалел, что скрылась мгла, покой нарушив. Споткнулось сердце в тот же час, и кровь остыла, без сожаления бросив нас в мир постылый. Он ничего нам не сказал, вздохнул негромко, смотрели мертвые глаза за жизни кромку. Акылбек Шаяхметов – поэт по божественной миссии, журналист по профессии, известный в области республики общественный деятель, пишет стихи на казахском. Однако слово, рожденное настоящим художником, рано или поздно переступает языковые границы. Это закономерность, потому что для такого емкого понятия, как человеческая душа, понятия этноса не существует. Язык лишь форма выражения мысли, а источником ее рождения является сердце. Кто будет доказывать, что человеческое сердце имеет национальность? Только не поэты. Первая книга Акылбека Шаяхметова на русском языке «Моя орбита» вышла в свет благодаря переводам, которые осуществили коллеги по перу. Планету опоясали дороги, летящие ко мне со всех сторон. И я бегу, лечу как по тревоге, по ним вращаясь словно электрон. Моя судьба с судьбой народа слита. Какие бы ни выпали пути, мне с трудной поэтической орбиты, это знаю точно, не сойти. Гуси, лебеди с криком летят, в горизонт упирается стая. Молчаливо смотрю на закат, им попутного ветра желая. Жеребята снуют в табуне и резвятся по желтым осокам. Одиноко, кружа в вышине, похваляется силою сокол. Мил кому-то характер орла, независимый, гордый во разлуке, алый бархат, роняя с крыла, плачет лебедь о верной подруге. О, судьба,
Одного лишь прошу, не ломай я крепшие крылья, даже если того заслужу, оступлюсь, упаду от бессилья. О, судьба моя, не отрывай от доверчивой стаи шумливой и с подругой, родной и любимой, никогда меня не разлучай. Я пытался понять суть времен и дорог, выходя на рассвете в пространство эпох. Желтый свет, воздержись, мне сказал, не спеши, порывы свои при себе придержи. А если не сможешь убавить ходьбы, готовься к ударам владыки судьбы. Но красный сменил его в этот же миг. Я против, постойте, за мною тупик. Успел я подумать, так сколько же лет мы шли на тот красный отчаянный свет. Зеленый сказал, разрешаю, иди, тебя поддержу я на этом пути. Но стало мне жутко от этих цветов. Менять он их вечно, как видно, готов. И вот замирает в вопросах душа, какой же дорогой идти, не спеша. Сегодня это известно всем. Вся наша общественная жизнь переживает сложнейший этап. Явление экономической, социальной, духовной переориентации – непростое, мучительное явление. Социальное расслоение сеет хорошую почву для депрессии, пессимизма, отчаяния, которые овладевают многими нашими согражданами. И в этом плане учреждения культуры, а среди них одно из лидирующих положений, занимает областная библиотека имени Толстого, выполняют непереоценимую роль. Отрадный факт, залы этого величественного храма книги никогда не пустуют. Люди тянутся к духовной информации, несмотря ни на какие жизненные невзгоды, материальные трудности. Вот и презентация книги поэта Акылбека Шаяхметова собрала полный зал ценителей поэзии. Объединяющей, консолидирующей силой здесь было пронзительное слово поэта. Акылбек Кожаевич, расширение читательской аудитории, а сегодня была презентация первой вашей книги на русском языке. Это, наверное, большая радость для вас. Ну, если сказать, я вообще считаю себя казахским поэтом, пишущим на казахском языке, но для меня мир не ограничивается только шанраком или только юртой казахским, потому что посмотришь на шанрак, уже видно голубое небо, поэтому я взял символические названия этого сборника, первого сборника на русском языке, она называется «Моя орбита». Действительно, наша орбита общая. Я буду говорить, вообще наши корни должны быть они национальными, а ветви интернациональными. Поэтому любой поэт, он не может быть, хотя он прежде всего поэт своей национальности, он должен работать для всего человечества. Поэтому я назвал свой сборник стихов «Моя орбита». Я благодарю моих друзей, кустанайских авторов-переводчиков, которые помогли мне добраться до русскоязычных читателей. Это кустанайские поэты, переводчики мои друзья, Евгений Александрович Букин, Виктор Михайлович Корытный, Геннадий Степанович Мануилов, Надежда Диденков и другие, и санкт-петербургские, московские, алматинские, ахмолинские поэты. Это и Надежда Чернова, известная поэтесса, это Владимир Гундарев, это переводчик всей немецкой антологии Борис Пчелинцев, Николай Кутов, Сергей Макаров и, наконец, алматинский русскоязычный поэт, который переводил меня не с подсрочника, а с оригинала, это Булат Лукпанов.